Лосеголовые шаманы, приносящие жертву или путешествующие по иным мирам. Женские божества – представители традиционного сказочного эпоса. Это юбилейная выставка Павла Микушева. В декабре ему исполнится 55. 37 картин – работы последних 2 лет, остальные из разных коллекций. Поэтому никакой общей идеи нет. Персональные выставки этнофутурист проводит раз в 5 лет. Говорит, это стимул для будущего. Я не помню, о чем я думаю, когда я делаю. То есть это такое вот именно проживание в данный момент оно происходит. Это откладывается и в цветовую гамму. То есть вот сегодня такая, завтра другая. То есть это тоже все связано от внутреннего состояния, какие краски берешь, какими красками работаешь, какая общая гамма. То есть тут можно даже заметить, что вот работы, которые очень близки по технике, по цвету, то есть они, значит, где-то в один период были сделаны. Вся выставка посвящена мифологическим представлениям финно-угорских народов. Павел Микушев продолжает традиции символизации природного мира. Образно-сюжетный строй картин построен на финно-угорских мифах и фольклоре, ритуальных изображениях пермского звериного стиля, декоративного искусства коми. Важные смыслы для современности выражают зооморфные герои. Любимые персонажи – птицы, представители верхнего мира, медведи среднего и рыбы нижнего. Эта работа «Медведя знают все, медведя не знает никто» и коми-поговорка становятся названием выставки. По словам автора, в ней многослойность и свобода мысли. На образе медведя, я думаю, что народ вложил туда и очень много о характере человека. Вот. Мне это очень понравилось. Ну и как видно, что медведь, в общем-то, тоже мой такой любимый персонаж, поэтому я решил, что название выставки сделать именно этой пословицей. Охотничьи тропы, рождение мифа, свадьба рыбы – образы, знакомые для коми-народа. Из новых героев – ворон. Он недавно появился на холстах Павла Микушева. А картины прошлых лет автор отбирал тщательно. На выставке работы только с интересной историей. Например, это. У 3 всадников 2001 года 2 жизни. Купил ее друг художника. Стал отвозить ее домой на багажнике. Разогнавшись, картина порвалась в клочья. Но осколки собрать все же удалось. Я решил как-то вот попробовать восстановить ее. И единственным решением было это вот подрезать более-менее края, подложить снизу еще пластину, все это наклеить, прореставрировать там, где что-то постерлось, дописать. Ну и когда я это закончил, мне показалось, что картина стала еще интереснее. Рассказывать о планах Павел не любит, идей говорит много, но проговаривать их он не будет, чтобы не ушла творческая энергия. По словам автора, вдохновляться есть чем, значит, будут и новые картины. Анастасия Тюрнина, Василий Янин, телеканал Юрган.